Добрый вечер. Вы смотрите программу «Якутия в деталях», в студии Петр Васильев. 7 мая, День радио. В 1895 году российский физик Александр Попов продемонстрировал первый в мире приемник. Радио, как своеобразная звучащая летопись, занимает значимое место в развитии общества. Особенно велика его роль для Якутии с ее колоссальной территорией и населенными пунктами, удаленными друг от друга на большие расстояния, для которых средства коммуникации чрезвычайно важны. О развитии отрасли связи в нашем регионе, о цифровой экономике мы сегодня поговорим с гостем студии, заместителем председателя правительства Якутии Анатолием Семеновым. Анатолий Аскалоныч, добрый вечер. Добрый вечер. Предлагаю начать с актуального и важного. День радио. В Якутии эта важная отрасль ведет свой отчет 1930 года. Тогда впервые произнесены были важные культовые слова «Внимание, говорит Якутск». В наши дни радио остается по-прежнему популярным и актуальным. С чем связываете такую любовь? Вы знаете, это обусловлено, во-первых, нашими расстояниями, нашим холодом и нашей любви нашего населения общаться. Да? На самом деле мы в 2021 году по заказу Института развития интернета был снят фильм «Мир на связи». Он, кстати, есть на телеканале Якутия-24. Я коллегам и телезрителям предлагаю посмотреть. Там очень хорошо, подробно описано менталитет и сколько и чего сделано связистами за вот этот период столетней нашей истории. Хочу сказать, что действительно недооценить или переоценить роль связи в современном мире невозможно, потому что сегодня это не только радио, это не только телевидение, это не только просто интернет или социальные сети, это телемедицина, это образование, это госуслуги, это e-commerce. И, кстати, я хочу сказать, что мы видим, когда оптоволокно приходит в населенный пункт, ВРП этого населенного пункта вырастает в 4-5%, и товарооборот растет в 2-3 раза. И цены на продукты становятся дешевле. То есть идет такое бурное экономическое развитие этого населенного пункта. Поэтому, конечно, несмотря на развитие интернета, радио все равно остается актуальным. И как новость могу сказать, сегодня я на собрании об этом объявил, что знаменитая телерадиостанция номер 1 в Тулагина, которая в 1966 году вышла в эфир, она работала на коротких, средних, дальних волнах, покрывала практически весь север, северо-восток, северо-запад Якутии. Она была отключена в мае 2018 года. И по всей стране сегодня мощное вещание отключено, к сожалению. Мы всегда говорим, что FM-радио у нас работает, покрытие 99%, но по покрытию территории это всего 7%. Да? И чтобы в маленьких Саилыках, чтобы геологоразведческие станции, охотники, не знаю, те, кто едут на транспорте, даже Севморпуть, слышали не только голос Америки и голос Китая, да, российский голос, да, русский, якутский голос. Да. Мы для этого ведем работу. Нам передали эту радиостанцию в собственность в республике, Росимущества. Сейчас мы это передали нашему бывшему ГУПТ-сервис Arctic Telecom. И мы ведем работу на получение частот. И мы хотим в 2025 году выйти снова в эфир. И снова в эфире в мощном вещании прозвучит «Говорит Якутск». Это что у нас получается практически эксклюзив сегодня? Да, эксклюзив. Да. Анатолий Аскалоныч, а связь получается сегодня не роскошь, в том числе и радиосвязь, а средство необходимости, как вы сказали, это же напрямую влияет в том числе и на цены в Арктике. Я хочу напомнить и вам, и нашим телезрителям, что мы работаем в прямом эфире. Задать вопрос гостю программы можно по номеру телефона 42 14 39 или по номеру горячей линии в мессенджере Telegram 914 235 05 02. Анатолий Аскалоныч, еще одна важная тема нашего сегодняшнего разговора – это цифровая экономика и цифровая трансформация. Предлагаю о последней поговорить. Как реализуется проект у нас? На самом деле это серьезная очень работа. Дело в том, что действительно мы живем в цифровой век. Мы сегодня понимаем, что новое топливо 21 века — это данные. И сегодня благодаря этим данным формируется, мы если посмотрим топ-5 самых богатых фирм мира, если в 80-е годы это были топливные энергетические компании, сегодня это диджитал-компании, цифровые компании Amazon, Apple, Meta, запрещенные в Российской Федерации и прочее, прочее, прочее. И, конечно,
Российская Федерация приняла нацпроект «Цифровая экономика». Я считаю, что сделано очень много. То есть мы за 5 лет с точки зрения инфраструктуры, ну вот по факту надо сказать, что мы подключили 386 населенных пунктов. Просто, чтобы вы понимали, это 14 тысяч километров ВОЛС. Мы на самом деле самый активный субъект Российской Федерации по строительству ВОЛС. Да, и что импонирует, в этой работе принимают участие и правительство Российской Федерации, и республика, и частный, и корпоративный бизнес, и муниципалитеты. Я вот, пользуясь случаем, сегодня хотел бы поблагодарить всех глав муниципальных районов, потому что вот в течение 5 лет, начиная там, от Анабарского района, Оленёкского района, там, Хангаласского района, Нюрбинского района, ну, могу перечислять, люди мало того, что вкладывались лично в эти проекты, участвовали финансово. Есть такие примеры в Чурапинском, Усть-Салданском районе, когда люди выходили на субботник и сами строили линии связи для того, чтобы в их населенный пункт шла оптика. Да. Это, можно сказать, такая, вы знаете, был план ГОРЛО, да, электрификации, у нас вот сейчас план цифровизации всей республики. И вы знаете, ну, действительно, жизнь меняется, потому что это доступ ко всем сферам услуг, и мы сегодня можем констатировать, что и строительство дата-центра, который был нами сделан, да, и наш портал, и то, что мы сейчас выводим практически все сервисы, сегодня мы еще об этом, наверное, поговорим отдельно, это все работает на повышение качества, уровня и удобства жизни населения. Мы же с вами уже привыкли, да, спокойно заказывать не только такси через агрегатор, да, но и там доставку еды, воды, заказывать все, чтобы покупать билеты, авиа. Ну, то есть в минус 50 для нас, мне кажется, в Якутии, или ты когда на расстоянии находишься, или у тебя нет возможности там выходить из дома, я считаю, что это очень, ну, для нас, якутян, очень полезно. Ну и второе, я хочу сказать, что у нас штаб цифровой трансформации возглавляет Арсений Сергеевич, и действительно все органы государственной власти вовлечены в этот процесс, бизнес вовлечен, резиденты IT-парка. И много-много сервисов, тоже сегодня об этом поговорим, сделаны руками местных IT-компаний. Это тоже очень важно. Вот давайте про цифровые сервисы поговорим. В 2022 году большинство муниципальных услуг, все даже социально значимые услуги в республике были переведены в цифровой формат. На сегодня что из них наиболее популярно у населения? Вы знаете, вот в прошлом году республика сделала такое большое достижение, нас стало 1 миллион человек. Я знаете, вот, ну, цифры же, они не врут. У нас 1 миллион зарегистрированных пользователей на госуслугах, на ИСИ, да, и из них активно действующих там 694 тысячи, если я так, ну, почти 700 тысяч людей, которые активно пользуются услугами, зарегистрированы. Ну, то есть раз хотя бы для нас, там, если человек раз в год пользовался услугой, значит, он, ну, как бы активный пользователь. Ну, 700 тысяч человек пользуются услугами, это же большая цифра, да, и помимо портала ЕПГУ, это госуслуг официальный портал, на который действительно становится, я считаю, что в мире это самая удобная история. Соглашусь. Да, я думаю, что и вы пользуетесь, и многие телезрители, я сам пользуюсь, удобно платить и штрафы, и получать различные услуги, но наш есть портал Е-Якутия, который тоже пользуется, и вот мы сейчас вывели услуги по поддержке СВО, эти услуги тоже востребованы, все выплаты, все какие-то услуги, которые с этим связаны, можно получать в электронном виде, и мы видим, как это пользуется спросом. Традиционно пользуется спросом запись в 1 класс, уже на портале зарегистрировано 10 тысяч детишек в 1 класс, это мы можем отслеживать статистику, сколько детей у нас пойдет в 1 класс, 10 тысяч детей, популярная запись детей в 1 класс, в детский сад. Ну и, допустим, вот сейчас начался сезон охоты, и мы с 1 апреля самые популярные в Якутии выдача лицензии, да, на добычу лимитированных животных, да, тоже там приличное количество зарегистрированных ежегодно, там до 50 тысяч доходит. Ну, соответственно, действительно, сервисы пользуются. Там я не буду перечислять, какие есть уже для бизнеса, там получение различных льгот, запись, там, прием к врачу, это однозначно уже сервис как постоянный. Но я хочу сказать, что мы не стоим на месте, мы идем в проактивный режим, чтобы люди уже в будущем не записывались, а какие-то, условно, постановка в очередь в детский сад. Зачем
матери, там, да, если ребенок родился, зачем записывать? Надо просто автоматом брать эту выписку, и она автоматом нужно на портале сразу ставить его на очередь. Почему нет? Вот Но это же надо подключать Министерство труда, да, Министерство и вот как раз здравоохранения. штаб цифровой трансформации, там находится Министерство труда, там находится Министерство образования, Министерство здравоохранения и все-все-все. И вот как раз мы вместе делаем общие такие полезные для населения сервисы. Ну, это не может не радовать. Я уверен, что и население эти сервисы уже давно оценило и активно пользуется ими, как вы сказали. А вот если говорить про интернет-связь, как она изменилась у нас в республике? Понятное дело, ВОЛС, понятное дело, у нас самое современное оборудование. Вот, а может, какие-то новые технологии собираются использовать? На самом деле, действительно, Якутия, когда мы говорим 3 миллиона квадратных километров, мы должны понимать, я вот когда с министрами общаюсь, там, Калининграда или там, ну не знаю, там, Подмосковья, когда я называю там наши территории, когда там между населенными пунктами там 300-400 километров, а население там меньше 500, да, 400, 300, даже 300, 200 человек, они, конечно, для них, у них, как сказать, это не помещается в голове, да, и, конечно, эти вопросы чисто оптоволокном мы не решим. Наша задача оптикой снять головные вопросы, основные, скажем, магистральные линии подключения районных центров, крупных населенных пунктов, но остается очень много белых пятен, которые мы закрываем только спутниковой связью. Сегодня над нами вышло 2 спутника «Экспресс» АМУ-3, это серия «Экспресс», это высокоорбитальные геостационарные спутники АМУ-7. Мы вместе с РЦИТ, кстати, построили вторую на Дальнем Востоке наземную станцию, приемную станцию приема сигнала новых спутников, что и сегодня это делаем, в том числе и используем в вопросах телевидения и радиовещания. Но есть в России ответ Илону Маску, все вы знаете про его проект, да, низкоорбитальных спутников. У нас есть компания Бюро 1440 в стране, да, которая в прошлом году запустила 3 низкоорбитальных спутника. У них в плане до 2028 года запустить 360 спутников, то есть мы уже этот сигнал в Якутске видим. И что это такое? Ну, то есть низкая орбита, ну, если так по-простому сказать, представьте, базовая станция 4G летает там на высоте 30 тысяч метров, да, Ну, прямо над нами. над нами, да, они на низкой орбите, вот, и, соответственно, они дают на одно устройство скорость 100 мегабит. Ух ты. Да, На мобильное или на любой стационарный, там роутер. да, это такое небольшое устройство, там, размером, там, не знаю, вот с половины А4, соответственно, его можно устанавливать на автомобиль, на дом, таскать с собой в рюкзаке и раздавать интернет, соответственно, это поменяет абсолютно ну, как бы образ жизни, мне кажется, в Якутии именно с точки зрения покрытия интернетом. Потому что там же, поймите, это вопросы связи, это вопросы геолокации, это вопросы мониторинга там, пожаров, передвижения там, животных и прочее, прочее. Это очень крутой проект. И сразу, забегая вперед, скажу, я возглавляю комиссию, рабочую группу по развитию БПЛА в Якутии. То есть мы намерены развивать связь, транспортную связанность между населенными пунктами. Грубо говоря, из горного Киптина в Верхнеуральский Тобуя будет летать беспилотник, да, 70, там, 80, 90, 100 километров. И вот как раз для того, чтобы у них была стабильная связь, у этих беспилотников вот эти низкоорбитальные спутники как раз в помощь. А если не секрет, для чего этот беспилотник будет летать? Почта? Ну, мы сейчас рассматриваем первый там пробный полет Якутск-Нижний Бестях, 15 километров, до 30 килограмм груза. Но, вы знаете, понятно, что это будет не только перевозка там медикаментов, каких-то полезных вещей, там, почты. Мы видим в том, что беспилотник будет решать несколько задач. То есть он когда, ну, представьте, будет работать в моменте 1500-2000 беспилотников по всей республике, и они будут параллельно мониторить пожары, они будут параллельно делать ГИС-системы, они будут мониторить там диких животных, вырубку леса, Ход паводка того ход же. паводка и прочее, прочее, прочее. То есть это совершенно меняет парадигму управления республикой. Слушайте, так мы же почти первые в России будем, кто... Пока мы идем, несколько субъектов в эту сторону движется, и с дальневосточных очень активно работают южнохолинские коллеги, мы с ними со всеми дружим, общаемся. Но я хочу сказать, что республика, ну,
мы делаем это не из роскоши, это наша необходимость. Необходимость. Поэтому мы это будем делать в любом случае. И самое главное, мы ни за кем не гонимся, а наши Да. коллеги уже по дальневосточному региону за нами смотрят, наблюдают и Да. внедряют у себя такой же. Анатолий Скалович, давайте все-таки тогда про технологии нашего местного производства. Очень многое мы говорим про импортозамещение. Последние 2 года это наиболее актуально. Все знают, я думаю, наши местные компании «Экстрасинема», компания, которая занимается прогнозом пожароопасных явлений. Вот если можно, давайте сегодня отметим какого-нибудь самородка, который, вот, на ваш взгляд, наиболее перспективный. Но вы знаете, на самом деле, вот вы сказали про импортозамещение. Действительно, в стране последние 2 года сложилась обстановка, на самом деле, я бы назвал это такой IT-стройки всероссийской, да, когда действительно ушли крупные вендоры и дали возможность. Этот рынок на самом деле огромный, как оказалось. То есть там 2-3 года назад, чтобы резидент IT-парка делал что-то для крупных компаний, добывающих, да, для нас это было космос и мечта. Потому что они сидели там очень плотно, делали неплохие качественные сервисы, но сегодня они недоступны. И вот в прошлом году, допустим, как пример, мы с компанией «Алроса» подписали соглашение, мы это фонд развития инноваций вместе с IT-парком. И, естественно, был целый десант, IT-десант, мы ездили в Нюрбинский район на Накинский ГОК, были на ГОКе, были на карьере, были в диспетчерском пункте, были в Мирном, общались там с культурно-спортивным комплексом, с авиакомпанией «Алроса», со всеми сервисами, медицинской там, клиникой, и выявили задачи, которые действительно оказываются по силам и нашим айтишникам. Более 10 проектов сегодня реализуется. Ну, а как один проект, могу пример привести. Проект «Хорус» называется. То есть у самолетов есть понятие такое мониторинг работы авиадвигателя. И было такое иностранное решение, оно ушло, сейчас оно недоступно ни для авиакомпании «Якутия», ни для авиакомпании «Алроса». И вот для авиакомпании «Алроса» наши ребята сделали, прекрасно работает. Сейчас мы его зарегистрировали в Минцифре и начинаем масштабировать уже другие авиакомпании. То есть это прекрасный рынок, и таких примеров на самом деле несколько. Да? И вот эта ниша, освободившаяся, да, на самом деле дает колоссальные возможности для местных компаний. И мы в этом участвуем. Сейчас такие компании, там, как Nordgold, другие компании, Селигдар, увидев то, что действительно в Якутии есть компетенции, обращаются к нам, и наши ребята активно в этом участвуют. Ну и самое главное, еще и наши западные коллеги, точнее, ваши западные коллеги на это все смотрят и восхищаются. Ну, Допустим, я думаю, да. Теперь сам это вопрос в том, что мы это делаем гораздо лучше. Вот, то есть, когда ты заходишь позже на рынок, у тебя стек технологий другой. И на самом деле и сами потребители, пользователи оценивают, что да, действительно наши ребята делают не то, что не хуже, они делают лучше, чем зарубежные аналоги. особенно «Экстрасинема», это же вообще он фурор вызвал, особенно у российских кинопрокатчиков, которые не думали, что так можно. Но смотрите, «Экстрасинема» по прошлому году уже 28 кинозалов, в этом году их будет еще больше. Мы планируем 1000 кинозалов сделать. Это, во-первых, рынок сбыта для наших кинопроизводителей. Во-вторых, это возможность, допустим, в Намском районе, в небольшом населенном пункте, использовать пушкинскую карту. Раньше ее нельзя было где-то, теперь ты можешь с пушкинской картой пойти посмотреть там фильм там, «Чебурашка» или «Якутское кино». И, кстати, я хочу сказать, что мы вместе сейчас с коллегами из Алмаз-Регенбанка, вместе с картой жителей Якутии, думаем, Министерством культуры, думаем создать такой аналог, некий пушкинской карты по меньше возрастом, но как раз для стимуляции похода на якутские фильмы. То, кажется, о чем говорил глава Якутии послание. недавно. Не в послании, в прямой линии, по-моему, да, он говорил. да. Да. Ну что ж, будем ходить в кино, но не на Чебурашку, а на якутское кино. Это я... Надо и на Чебурашку, и на якутское кино. Ну, лучше, конечно, сначала на якутское, потом на Чебурашку. Анатолий Скалунович, нацпроект «Экономика данных» у нас Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию объявил. Я уверен, что он вот сейчас начнет реализовываться после смены состава правительства страны. О чем нацпроект? Очень такое размытое достаточно название. И какие наработки у Якутии есть? На самом деле очень довольно конкретное название для нас проекта. Конкретная экономика данных, да, экономика на основе данных. То, о чем я вначале говорил сегодня. Данные — это нефть 21 века. На основе данных можно, вот как
компания Сайберия показала, что на основе снимков, а это тоже данные, можно прогнозировать болезни, можно выявлять патологии там, на КТ легких, МРТ мозга. Сегодня мы, допустим, как пример, вот могу тоже свежие новости сказать, сегодня с Центром аудиовизуального наследия разговаривали, да, архивные данные, то есть архивные данные НВК Саха, архивные данные Сахафильма, архивные данные многих предприятий, которых там с 50-х годов накопилось. Планируем в будущем создать сервис, через веб-интерфейс вы будете заходить и искать там, допустим, по лицу, по фотографии какие-то видеоархивные снимки или видеоизображения. Но сейчас мы большую работу идем вместе со Сбером, подписан меморандум со Сбером, с ЦУФУ о создании лаборатории искусственного интеллекта. Это как раз одно из направлений экономики данных. Эта лаборатория откроется в ближайшее время. Одним из направлений этой лаборатории будет, допустим, вот мы вместе с ЦУФУ поставили задачу сохранения и развития родного языка, в том числе якутского языка и других языков республики. И на основе оцифровки, создания датасетов родного языка мы будем формировать уже искусственный интеллект, вот то, что мы говорили Айта, да, то, чтобы она разговаривала теперь на якутском языке. Это сложная задача. Самое смешное и удивительное, не хватает данных вот, для того, чтобы формировать эти датасеты, обучать нейросеть. Но мы над этим работаем. То есть, и вот такая работа как раз в проекте «Экономика данных», то есть это ГИС-система, это сбор данных там, про территории, про земельные участки, про имущество, пополнение налоговой базы республики, да, управление транспортом, управление северным завозом. То есть все это прогнозирование, там, да, вот сейчас Госкомцен, это прогнозирование тарифов роста, да, это все экономика данных. И на самом деле сейчас нет отрасли, которая не копит данные, будь это спорт, будь это образование, медицина, везде есть данные, и мы должны научиться. Сейчас есть несколько программ, мы вот командой правительства обучались в Сберуниверситете как раз экономике на управление, ну, управление данными. И мне кажется, вот это ближайшие 5 лет мы создадим такие сервисы, которые не просто будут помогать нам принимать правильные решения правительства, а именно предиктивно опережающим развитием работы там, по предсказанию там, пожаров, паводков, погоды или там, как я сказал, северного завоза. И сохранению культуры. Я вот заинтересовался очень проектом искусственного интеллекта на якутском языке. Я знаю, что, по-моему, Турция пыталась создать своего собственного искусственного интеллекта, но на тюркская группа языков очень сложно поддается оцифровке. Я надеюсь, что уверен, что у нас получится. Хорошая задача. Да, в том числе и в рамках нацпроекта. Давайте поговорим еще о креативной экономике. Глава республики Айсан Николаев буквально на прошлой неделе подписал указ о развитии креативной экономики. Какие основные приоритетные направления и, самое главное, какие планы? Мы первые в стране по креативу, первые в 2019 году приняли концепцию развития креативной экономики. Сейчас первые в стране приняли указ главы. Будет, согласно указу, разработаться закон о развитии креативной экономики. Цель его какая? То есть все наше творчество, которое у нас есть, у нас очень богатая творческая палитра, начиная от мастеров, которые делают там ножи, делают сувенирку, заканчивая нашими кинопроизводителями, аниматорами, модельерами, музыкантами, ребятами, которые делают видеоконтент. Вот это все превратить в экономику. Почему экономика? Да? Чтобы мы могли, во-первых, это монетизировать, это распространять, это усиливать, да, и, скажем так, создавать рабочие места. Вот сегодня, на удивление, да, мы вот вместе с корпорацией развития, которая занимается этим проектом, посчитали, 45 тысяч человек занимается сейчас креативной экономикой в республике. Задача этого указа увеличить это в течение 5 лет до 70 тысяч. Это рабочие места. Сборы кинофильмов якутских увеличить до 2,5 миллиардов рублей, чтобы это был вклад в ВРП. Да? Анимацию вот, увеличить до 2,5 тысяч минут в год производства. Там есть очень хороший пункт по патентованию. Мы много создаем контента. Вот буквально недавно наша большая победа в Роспатенте, мы запатентовали якутский нож. Теперь все, что производится, вы знаете, что вы зайдите на Wildberries, там, зайдите на Озон, можете забить якутский нож, там производят его в разных субъектах Российской Федерации. Теперь это все незаконно. Теперь якутский нож может называться тот нож, который произведен в Якутии. И таких направлений, начиная там, от изображения, музыки, мы будем создавать цифровую платформу по защите прав интеллектуальной собственности и монетизировать ее.
Есть направление по хранению данных, есть направление по акселерации этих проектов, поддержки этой творческой индустрии, на масштабирование, на выход на другие рынки. То есть мы считаем, что потенциал вот, творчества республики, он огромный. Я думаю, что это будет такое, знаете, в ближайшие 5 лет это будет уже не просто там отдельные победы, да, это будет целая индустрия, целая отрасль. Ну, для этой отрасли нужны кадры, они сейчас, безусловно, есть. Вот, допустим, по данным Минцифры, спрос на айтишников в нашей стране увеличился на 13%. У нас какая подготовка идет в IT-отрасли? Ну, вы знаете, мы на самом деле это уделяем много лет. Я до этого возглавлял Ассоциацию развития IT-отрасли много лет, с 2011 года. Был директором технопарка, работал министром 5 лет. И на каждой позиции я делал максимально, то есть уделял внимание именно подготовке кадров. То есть начиная от школы, начиная от частных школ, у нас в Якутске работает больше 30 частных школ IT, наших колледжей, колледжей связи и информационных технологий, нашего института математики и информатики, Северо-Восточный федеральный университет, других колледжей, да, АГАТУ, АГИКИ, кстати, тоже выпускает специалистов в IT-направлении. Мы пошли дальше, и вот глава сказал о непрерывном образовании. Сегодня, Петр, такое время, что ваши знания, которые вы получили там 10 лет назад, могут быть сейчас уже быть устаревшими. Да, они, по-моему, уже, я не понимаю молодежь. Да, и нужно постоянно обучаться, и вот для этого мы вот открыли со Сбербанком в прошлом году школу 21. Это школа 18+, то есть туда поступают люди там любого возраста, 45, 50 лет, 60 лет, 30 лет. И вот в ней можно учиться бесплатно, круглосуточно, 24/7, получать образование. Туда поступило порядка 6,5 тысяч заявок, 860 человек прошло интенсивы, 120 человек уже обучается на постоянной основе. И что удивительно, средний возраст людей, обучающих в школе, как вы думаете, сколько? 25-30? 30 лет. Мгм. Все верно, 30 лет. И из них 40% это девушки. Ух ты. Да. Это вот мои ровесники, Да. о чем вы и говорили. Да, то есть это возможность параллельно с работой обучаться, получать образование. И мы не стоим на месте. Сейчас глава республики поставил перед нами задачу, как курирующий еще и образование, вместе с МФУ, АГИКИ, АГАТУ и несколькими СУЗами создать межвузовский кампус мирового уровня. Вот мы подготовим заявку, и в новом нацпроекте мы надеемся при поддержке президента нашей страны, и мы видим, что будет мощнейший такой кампус в 68-м квартале возле кинопавильона, и как раз одно из направлений это будет как раз креативная экономика и IT-направление. Конечно, хочется, вот, чтобы это время быстрее наступило. Я соглашусь с вами. 27-8 год. Ну, еще быстрее. Я соглашусь с вами. Те данные, которые мы получали в школе, я и мои ровесники, безусловно, давным-давно устарели. Недалече, как сегодня, я пытался разобраться, как включить электронный самокат. Я полчаса стоял. Я уверен, В уж, когда... в уж, да. Я уверен, что дети, которые вот, они быстрее с этим справляются на моих глазах. Анатолий Скалович, давайте вернемся напоследок, все, собственно, к СМИ, так скажем, в том числе и к моей профессиональной деятельности. Радио, телевидение, печатные издания уже давным-давно оцифровались, мы уже все в интернете. Куда нам дальше двигаться? Какая судьба у современных традиционных медиа? Ну, на самом деле, если честно... Остались газеты еще. Нет, я вообще хочу сказать, что на самом деле есть такое понятие, как угрозы и возможности. Любая технология ведет с собой возможности и угрозы. На самом деле вам, вашему брату, и особенно телеведущим, надо напрячься, потому что, судя по тому, что происходит в Китае, в других странах, там, да, искусственный интеллект сейчас прекрасно справляется с чтением текста, с передачей информации, и уже появляются цифровые ведущие. Я не знаю, как НВК Саха на это смотрит, да, руководство НВК Саха, но технологии уже существуют, и искусственный интеллект прямо очень плотно будет поддавливать вашего брата. Это первое. Второе, конечно, нам в этом плане не надо бояться этого, стоять на обочине, надо использовать эту возможность, потому что вот я как на это вижу, да, вот, допустим, возьмем маленькую студию Tundra Animation, которая сейчас делает вот 3D-мультфильмы классные, которые, кстати, на НВК Саха показываются. И в этом году, в год детства, объявленный Арсением Сергеевичем, я поздравляю, что 1 июня запустится детский телеканал, мы так долго этого ждали. Появится отдельный детский телеканал на НВК Саха, будет очень много контента классного, образовательного, развлекательного, полезного. В
том числе тоже на родном языке, то, что вот вы мультфильмы делаете. И вот я как раз вот на производство контента, использование новых технологий, я считаю, что надо, потому что мы, ну, тех же китайцев количеством никогда не возьмем. А вот технологиями и креативом мы можем взять. Поэтому перспектива, мне кажется, у нашего родного телевидения огромная. Это подтверждается рейтингами вашими, ну и нашего радио тоже, ТТИМ, потому что, как мы знаем, что его слушают не только в Якутии, но и по всему миру. Ну, по поводу искусственного интеллекта я не буду раскрывать карты, но мы что-то готовим, Анатолий Аскалонович. Классно. В заключение, давайте, сегодня все-таки профессиональный праздник, в первую очередь, работников радио. Давайте поздравим всех тех, кто причастен к этой отрасли. Пользуясь случаем, я хочу поблагодарить всех ветеранов отрасли, коллег, которые сегодня работают в связи, в телевидении, радио, все, кто вкладывает в эту душу свою. Хотелось бы вспомнить сегодня слова наших ветеранов, дать слова благодарности тем, кто работал. Это и Петр Иванович Дудкин, или Александр Ильич Борисов, и многие другие, которые сделали очень много, и на плечах которых сегодня идет развитие связи. Я хочу поблагодарить всех, кто работает сегодня. Действительно, связь — это очень важно, это наша необходимость. Пожелать вам здоровья, удачи и новых побед. Ну, я только могу присоединиться к вашим пожеланиям и поздравлениям. Уверен, что совместной работой нас ждет классное цифровое будущее, Анатолий Аскалонович. Спасибо, что Это пришли. безусловно. Вам спасибо. На этом выпуск программы подошел к концу. Я напомню, что с вами был Петр Васильев. Смотрите нас по будням в 19:15. Расскажем обо всем в деталях.